Если мы говорим о дебатах, ну, нет, допустим, необходимости даже ждать эти дебаты. Мы приглашаем Бадру Зурабовича провести совместную пресс-конференцию. Вот сейчас открыто я вот обращаюсь к нашему оппоненту. Давайте сядем, пригласим независимых журналистов, без суфлеров, без помогающих журналистов. Там в эфире Абхазской телевидения у вас была возможность все это наблюдать. Открыто, честно, перед своим народом сядем вдвоем. Нам надо заканчивать этот раскол, который длится с 2004 года. Мы в любом случае должны все объединиться. И давайте сядем, как политики нового поколения, друг с другом рядом, выступим перед своим народом, скажем, что нет никаких антироссийских настроений, скажем, что люди, которые задерживаются на государственной границе, задерживаются неправильно. Вся ложь и информационная истерия, которая происходит в блогосфере, это все выдумки. Давайте об этом скажем. И тогда я уверен, что мы на базе этих всех вопросов сумеем объединить наше общество. Если Бадр Зурабович готов, я в любое время, в любое место приду, мы сядем и проведем пресс-конференцию. Я уверен, что у вас у всех есть вопросы как ко мне, так и к моему оппоненту. Мне кажется, это хороший прецедент, который мы можем создать. Иначе мы рискуем вот то противостояние, которое длится с 2004 года, продолжить уже и перевести его на наше поколение. Мы с Бадром Зурабовичем ровесники. Я сомневаюсь, что Бадр Зурабович хочет продолжить это политическое противостояние еще там на ближайшие 10-15 лет. Ведь, как и в природе, один сезон сменяется с другим, правильно? Зима, потом весна, лето и так далее. Вот вся вот эта, в кавычках, поддержка массированная, которая идет, она завтра вся пропадет. И мы здесь останемся сами с собой, граждане Абхазии. Вся эта истерия, она закончится на второй день после выборов. Как бы ни сложились итоги голосования. Вот об этом нужно думать, как завтра мы будем выстраивать нашу работу. К большому сожалению, наши выборные процессы, так уже сложилось исторически, они сопровождаются очень грязными технологиями. Это не сегодня началось. Я вам хочу напомнить выборы 2011 года, когда вот здесь, в центре Сухума, показывали интервью преступника Китавани, который обвинял одного из кандидатов в том, что он является, значит, сотрудником грузинских спецслужб, и он в прямом сговоре с Грузией и так далее. Это тоже вот такие процессы были. Но потом уже жизнь продолжалась, кто-то стал президентом, кто-то в этой же команде продолжил работу. Сегодня эти люди работают вместе в штабе Бадра Зурабовича. Поэтому хотелось бы, чтобы вот наше поколение, новое поколение не перенимало все эти старые традиции.